На этой неделе свой 20-летний юбилей отмечал Первый канал. Среди прочих своих достижений руководство канала особо выделяло новоявленные, хотя, впрочем, купленные по западным франшизам, музыкальные конкурсы а-ля «Голос». Это действительно очень рейтинговые проекты, хотя вокруг шоу «Голос. Дети» как раз возмущенных и недоумевающих голосов звучит очень много. Не скрою, сам отношусь к числу скептиков, ибо полагаю, что есть в этом что-то жестокое — выставлять юный талант на всю страну проигравшим. При этом силами взрослого жюри из числа молодой попсы. Но тем, наверное, ценнее победа тех, кто проходит каждый новый этап конкурса. А сколько сил надо иметь ребенку, помимо таланта, уже было, вылетев из борьбы, вновь в нее вернуться за счет переигровки правил. И хоть есть подозрение, что все эти продюсеры организовали с оглядкой на некие свои рейтинги, страна им все же благодарна за то, что пусть из-за этого они дали ей возможность продолжать наслаждаться, в том числе и таким ярким открытием детского голоса, как Саида Мухамедзянова из Казани. Кто она, этот красивый, талантливый, юный голос, покоривший одну из главных и труднейших сцен страны, расскажет Айнур Зинатуллин. Это моя любимая, потому что это я в Крыму нашла. С присущей только детям непосредственностью Саида Мухамедзянова знакомит нас со своим царством. Ракушки, монетки, книги, награды, ну и, конечно, украшения. Все то, что девочке дорого. И пусть дворец умещается на чуть более 10 квадратных метрах. Одной только Саиде известно, как здесь все выглядит на самом деле. Мне подарил папа вот такую хрустальную шкатулку. Ой, да. Просто шкатулку. Я просто думаю про себя, что она хрустальная. Вот. Несмотря на мамину женственность, Саида – дочка папина. О нем она готова говорить бесконечно. Любовь в объяснениях не нуждается. Альбом с юбилея папы для нее вместо любимой книги. Листая страницы, она чувствует, что папа здесь, рядом, а не далеко, в Свердловске на работе. Он мне говорит правильные вещи, а я его не слушаю. И потом выходит так, что он оказался прав, и выходят вот такие вот успехи. То есть мои успехи зависят от моих вот родителей. Пианино хоть и занимает в комнате центральное место, жизнь самой Саиды подчинена другому инструменту – душе. Именно ей она поет. Именно эту музыку услышали и повернулись наставники проекта «Голос. Дети». Как потом признается сама Саида, она мечтала попасть к Пелагее, или, как она говорит, Полечке. Так и случилось. Мало кто знает, но это ее второй приход на проект. Саида пробовалась еще на первый «Голос. Дети», но к моменту ее выхода на сцену составы наставников уже были набраны. Сейчас Саида понимает, что спой она тогда почти как все дети в том сезоне «Горницу», ее шансы попасть в проект были бы равны нулю. Именно выбор татарской песни «Субу и Лап» в качестве дебюта стал тем самым счастливым билетом. А это та самая комната, где из энергии души исполнителя и мастерства преподавателя плавилась песня. Гульнас Абдульна, преподаватель по вокалу 22-й музыкальной школы, вспоминает, что изначально композицию «Субу и Лап» готовили совершенно для другого конкурса еще 2 года назад. В прошлом году песня неожиданно для самой Саиды принесла и гран-при в конкурсе «Созвездие Йылдызлык». Великолепный материал для того, чтобы стать актрисой мирового уровня. Зиля Даяна Сунгатуллина, Рыля Мухаммедхановна Гарипова, Ильхам Шакиров. Саида может занять достойное место в свое время среди этой прекрасной плеяды звезд. Но звездочку, даже пройдя терни самого популярного вокального проекта страны, Саида пока еще не поймала. Трудолюбие, как и прежде, ее второе имя. Зашла в класс как солнышко, действительно она была. Я, конечно же, сразу заметила ее горящие глаза. После того, как она спела, все было понятно, что девочка очень талантливая, что она как действительно вот такой драгоценный камень, да, который требует лишь чуть-чуть огранки. Не делая различий между инструментами, голос и фортепиано, Саида и здесь, не жалея себя, отдает все без остатка. Саидочка – это очень талантливая девочка, с ней работать одно удовольствие. Поэтому она очень
трудоспособная, очень такая реагирующая тонко на музыку. После школы музыкальной она спешит в обычную. Здесь ее одноклассники, которые видят Саиду не чаще, чем учителя. За последние полгода больше ее все же на сцене, чем за партой. Саида, она очень веселая, добрая. Она всегда дружелюбная, общается со всеми. Всегда может выслушать. Если ее нету на уроках, она пропускает темы, она все время дома читает их и отвечает на уроках. И эти каникулы Саида провела за учебниками, прерываясь только на интервью для газет, журналов, интернет-порталов и концерты. Поэтому хоть с огорчением, но с большим облегчением Саида встретила свое поражение. Наконец-то она вернулась домой. Однако судьба в лице продюсеров проекта подготовила сюрприз. Буквально на днях, около полуночи, им позвонили и сообщили: новость: Саиде дают еще один шанс. А мы как обалдели. Вы знаете, когда? Когда нам позвонили? 11:30 ночи, что ли, Первый канал дал? Нет, 2. Мы 2 дня уже вот так вот, Минья Куялми лично, срочно начали искать платье к этой песне. Это вообще кошмар. Это вообще проблема. Заказали срочно. Вот сегодня должны нам сшить. Волнение перед поездкой, находясь больше чем за 1000 километров от дома в городе Верхняя Пышма Свердловской области, словно чувствует отец Айрат Мухамедзянов и звонит по скайпу прямо во время интервью. Те задачи, которые были поставлены дочери, они были выполнены и даже перевыполнены. Главное для нашей дочери, чтобы она достойно спела следующие песни и достойно держалась, как подобает настоящей татарки и жительницы Татарстана. Какое твое желание? Шоу, чтобы продолжалось, чтобы ты выиграла дальше? Как ты хочешь? Ну, они тоже не хотят пройти дальше. Но я согласна и с Этиблен, потому что нужно, он сказал, красиво выступить. И, да, красиво, достойно выставить и красиво уйти. Теперь все зависит от тебя. Все решит СМС-голосование. 10 апреля в прямом эфире программы все выбывшие полуфиналисты и вновь зайдут на сцену, чтобы побороться за 3 свободных места в финале проекта. Не останьтесь в стране и вы. Голосуйте сердцем. Айнур Зинатуллин, Марат Садгараев, Андрей Сантайцев, Республика. Итоги недели.